Машина подогревает воду до 100 градусов и подает ее с потоком 500 бар. То есть любые фасады, бетонные, мазутные наслоения, высолы, это все очищает этот аппарат. Прощай, немытая Назрань. Пыльным временам города придет конец. На вооружение поступило несколько единиц техники, с помощью которой планируется очистить почти все улицы города. Современные машины позволят качественно и в срок довести Назрань до блеска. Это решение локальное для чистки, подметания небольших территорий. Там, где большие машины не смогут заехать, эта машина фактически выметает любой мусор и дальше локально его убирает. То, что можно, скажем, раньше в старые времена мы убирали лопатами и метлами, эта машина убирает в разы быстрее и чище. Из-за высокого потока транспорта в городе образовываются клубы пыли. После осадка все это превращается в грязь, о чем жители не раз жаловались в местную администрацию. В последние годы мы участили жалобы жителей города Назрань о пыли в городе. И тому способствует множество причин. И главная причина была еще в том, что у нас не было специализированной техники. В связи с чем Урусхан Евлоев принял решение немножко отойти от ручного труда и перейти к механизированной чистке улиц. Сейчас мэрия Назрани планирует подписать соглашение с обслуживающей компанией для очистки улиц. Новая техника позволит, как говорится, городу вздохнуть. Машины предусмотрены как для очистки зданий, фасадов, парковых зон, тротуаров, да и просто для поддержания состояния города в тонусе. Специалисты заранее приезжали в Назрань и оценили объем работ. Исходя из этих параметров, мы объехали всю территорию города, замеры производили. И эта машина подбиралась не просто так, вот как вот купить ее. Она подбиралась исходя из параметров города. Дальше прокладывалась логистика. И суммарно вот этот потенциал вышел вот в покупку этой машины, которая фактически одна решает всю проблему города. При правильной логистике компания, скажем так, вполне сможет ее там в пределах месяца в спокойном режиме отгенералить, скажем так, город, а дальше просто поддерживающую уборку делать. Градоначальник поставил задачу провести генеральную уборку Назрани в месячный срок. Прежде всего, это касается скверов, общественных территорий и главных улиц города. Первый тест-драйв техники уже провели. На прошлой неделе они выезжали, показывали в работе специализированные машины. Глава города остался доволен. Также жители, с которыми мы пообщались, которые находились в том районе, мы чистили улицу Чеченская, чистили проспект Базоркина. Жители тоже остались довольны, в связи с чем решили уже вплотную заняться с подписанием данного соглашения. Особенно сильно пыль накопилась после зимы. Справиться с ней поможет только тотальная уборка, которую планируют начать уже в это воскресенье. Техника будет заступать на улицу в полночь и очищать улицы до раннего утра, до тех пор, пока не удастся довести город до абсолютной чистоты, уверяют в местной администрации. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.